Здравствуйте. Меня зовут Хадиша. Мне 45 лет. Я работаю в интернате. У меня 4 детей. Старшей дочери 25. Она работает в кафе официанткой, помогает нам. Вторая дочка работает учительницей в колледже в ауле с родителями. Третья дочка у меня учится в школе, 7 класс, а младшему сыну 8,5 лет. Мне было 37 лет. Я была в положении, была беременная на сыночка. Я тогда работала поваром. В одной богатой семье работала поваром до 7 месяцев. Когда мне уже было 7 месяцев, я уже вышла в декретный отпуск. А беременность проходила очень тяжело. У меня были постоянно, постоянно вот это, нет, не то, что токсикоз, давление поднималось, говорили, что угроза постоянно. Я каждый месяц по 10 дней лежала на сохранении. В общем, 7 месяцев, на 32-й неделе я поступила в больницу по скорой с давлением 200. На следующий день лежала день под наблюдением, на следующий день сделали кесарево. И мой малыш родился 7-месячным. Когда он родился, врачи мне пришли, сказали, что у вас больной ребенок, что у него высокая атрезия прямой кишки и ануса. Ребенка сразу перевели в детскую больницу, на Чапаева, первая детская больница, на операцию. Он уже лежал там после операции в реанимации. А через 10 дней после реанимации, как только меня перевели в обычную палату, я отпросилась, написала заявление и пошла к сыночку. Когда нас выписали, у него уже, ему сделали операцию, у него был колоприемник. Мне врачи там показали, как надо ухаживать за таким ребенком. У него самостоятельно там был вот это все, но у него было вот это колоприемник, и оно туда собиралось. И я должна была там каждые полчаса менять мешочки, потом там, в общем, было, чтобы чисто и чтобы никакая инфекция туда не попадала. В общем, до года когда ему исполнился год, ему сделали вторую операцию. Вторая операция была уже, проход делали. У него там инородное тело, кишечника не хватало, и они там пластик поставили. И вот потом год 6 месяцев была уже 3-я операция. Вот на 3-ю операцию он ходил сам, но пока большой стул у него в колоприемнике были. Мы меняли часто, там следили за чистотой. И вот на 3-й операции передозировка наркоза, ребенок впал в кому. В коме пролежал 13 дней. После комы ребенок уже был как живой овощ. У него даже зрение пропало. Он уже как раньше не мог ни сидеть, ни говорить, ни разговаривать. Просто лежал. Кормление было зонтовое. Мы там месяц пролежали в реанимации, месяц пролежали в обычной палате. Потом нас перевели в неврологическое отделение. Мы там пролежали около 2 недель. Выписались
с больницы. У него были бесконечные судороги. В общем, ночами и днем он вообще не спал. Ему постоянно кололи гланазепам, вот этот успокаивающий, чтобы он спал, чтобы у него вот эти все судороги постоянно, чтобы не было. Когда он просыпается, у него судороги начинались. И вот врачи делали укол, чтобы он постоянно спал. В общем, мы выписались домой. Домашние, ну как бы, как сказали нам, стены лечат. Да, вот пришли домой. Через какое-то время ему вернулось зрение. Я всю ночь плакала, молилась Всевышнему, чтобы хотя бы он увидел, хотя бы, чтобы зрение вернулось. И вот благодаря Аллаху, вот хвала Аллаху, благодаря Всевышнему зрение вернулось. Он сейчас видит, смотрит мультики. Мы выработали сосательный рефлекс. Он кушает обычную еду. И у него вот до 6 лет у него были страшные запоры. Он вообще по-большому сам не смог. В памперсы сам он не ходил. Я ему в перчатках постоянно помогала. Мы получали массаж, бесплатный проект был, делали бесплатный массаж. И вот там мне позвонили, сказали, вы можете приехать, для детей мы вот так вот выдаем витамины на 6 месяцев. А я спросила, а какой витамин? Ну, они сказали, вы подъезжайте, потом сами увидите. Ну, короче, я ребенка дома оставила, поехала, смотрю, там ламифарен. Но я вначале слышала про ламифарен, что вот морские водоросли, что вот хорошо помогает на все организмы, в общем. Но я подумала, ну я же вроде вначале вот это про ламифарен слышала, я же хотела купить. Но, как всегда, у нас не хватает денег на лечение, на лекарства, все уходило, на квартплату. В общем, я была очень рада, когда нам выдали 6 бутылок. Я была вообще счастлива. Пришли домой. Ну, муж говорил, вот так нам дали. А ты думаешь, поможет? Ну, посмотрим, что, нам нечего терять. Мы за деньги не купили, это все нам бесплатно, то, что выдали. Мы по проекту «Шагаем вместе» получили вот так вот 6 банок бесплатных ламифаренов. Мы начали принимать утром натощак. День, по-моему, 2 раза я давала ему, утром и вечером. Да, по 1 ложке утром и вечером. И вот через месяц я уже увидела результат. До приема ламифарена у меня Мирас, у него не было аппетита, у него постоянно была рвота, он постоянно вот что-нибудь покушает, и все, у него рвота, вот это не набирал вес, он вообще худой по своему возрасту. В общем, после приема ламифарена у него открылся аппетит, он уже требовал, он уже просил кушать, он кричал, вот, тарелочку мы дадим ему что-нибудь покушать, там утром, например, кашу, он еще добавку спрашивал, кричал. Потом обязательно у нас где-то в 11 часов фрукты даем, потом уже обед, там, 1, 2. В общем, и у него, вот по-большому он уже стал в памперсы сам ходить. Я уже не стала перчатки одевать, не стала его, как бы ему помогать. И он вообще не любил. Когда я уже перчатки одеваю, он уже вот это все понимает. Он уже плачет, он уже нервничает. В общем, вот так вот. Потом мне позвонили, сказали, ну как вам, понравилось? Я говорю, да, очень понравилось. Можно нам еще? Ну, там начальник сказал, если вам так понравилось, если есть результат, вы можете приехать еще взять. Мы поехали, еще взяли, тоже бесплатно нам дали. Сказали, что такому ребенку мы обязаны помочь. И они дали нам бесплатно. Мы еще раз 6 месяцев пропили. Ну, потом, что, у нас потом уже, это было, когда ему 6 лет.
почти 2 года мы так выпили. Потом вот 2019, потом 2020, в общем, начался вот этот карантин, вот это все. Но я вот все время думала, вот мне надо купить. Вот, постоянно бесплатно просить тоже стыдно. Мне позвонили с Ламифарена узнать про моего Мирасика. Спросили, как его самочувствие, как здоровье. Ну, я сказала, что у нас все хорошо, но у нас вот эти запоры опять начались. Но они спросили, а почему, зачем? Я сказала, что как раньше, вот после Ламифарена мы принимали дюфалак, вот эти ослабительные, но ничего не помогает, ничего. Я постоянно ему вот это все в перчатках помогаю. Ребенок уже плачет, нервничает. И вот они нам сказали, что вот в этот раз мы вам отправим, ничего страшного, мы отправим вам в капсулах Ламифарен. В капсулах это действительно очень хорошо. Действительно, чем вот в ложках берешь, там вот это как бы гелевое, а капсулу это в рот закинешь и все, водой запьешь. Мне кажется, капсула это действительно хорошо. Принимать капсулы Ламифарен это очень удобно. Я делюсь своим отзывом, не то, что вот мне дали бесплатно, не то, что спасибо за то, что вот дали мне такую возможность, моему сыночку помогли, вот бесплатно они выдали, вот это уже 3-й раз получается. Просто я сама вижу результат, действительно вижу результат, что он помогает, что действительно после Ламифарена у него вот мы уже принимаем уже 3 недели, как уже начали принимать. У него вот это большой стул, уже он сам уже ходит в памперсы. Я уже ему не помогаю в перчатках, не раздражаю, не нервничаю ребенка. Он уже сам лежит потихоньку, сидит в коляске или сам по-большому уже ходит. Это для меня очень, очень большое как бы счастье. То, что вот мой ребенок, ему не больно, ему комфортно. Спасибо Ламифарену, спасибо за все, что они делают для нас. Пусть Всевышний воздаст каждому из вас за ваши благие дела. Спасибо вам.